В ближайшие 2 часа в вашу жизнь придет необычный знак, свет вдохновения, который устранит тени равнодушия и печали, сделав вашу жизнь радостью за пределами всякого понимания. Мои дары потекут к вам водопадом милосердия, продолжая каждый аспект вашего пути. По мере приближения празднования на этой неделе будьте готовы увидеть зрелище чудес. Ваша работа будет хорошей, ваши финансы будут питаться моей щедрой милостью, ваша энергия будет обновлена, а ваша эмоциональная связь будет процветать, как сад, посаженный Богом. В разгар самых трудных времен, когда бремя существования кажется непосильным, вспомни мое обещание. Моя непоколебимая любовь – твоя сила. Поднимите свои усталые руки к небу и ищите утешения в вечных объятиях, которые я предлагаю. Даже во времена явного одиночества знай, что моя любовь вечна, постоянный свет, вечный во тьме. Человеческая любовь, хоть вдруг и сладкая, но моя божественная любовь – вечный, бесценный и чистый источник. Поверь мне всем сердцем, ведь я единственный, кто тебя не бросает, единственный, кто по-настоящему тобой дорожит. Обратите внимание, что я выбрал этот канал, чтобы обсудить с вами и поделиться словами и точками зрения, чтобы улучшить ваше путешествие. Поэтому принимайте до конца, если хотите с верой получить все, что я имею для вас сегодня. Я Бог, который бесконечно любит вас, умоляю вас, желая дать вам духовный и материальный рост. Пусть мое мощное вмешательство поможет восстановить здоровье, финансовый баланс и гармонию в ваших отношениях во имя божественной сущности, истины и жизни. Пусть твоя мольба дойдет до моих ушей во время скорби, ибо я внимаю крику сердца. В вихре жизни пусть свет моего присутствия станет якорем, якорем надежды и безопасности. Как верный хранитель всех обещаний, я обещаю дать вам приют под сенью своей защиты от видимых и невидимых угроз. Поверьте мне, потому что я начало и конец, альфа и омега, и я всегда с вами, готовый направлять, исцелять и благословлять. Пусть моя всепоглощающая милость покроет каждый аспект твоего существования, превратив твое земное путешествие в свидетельство моей неприходящей любви. Мои дорогие дети, я готов благословить вас, поскольку я жажду войти. Служите вам в мою пользу. Никакие препятствия не смогут остановить меня, и намеченный мною план осуществится. Не бойся препятствий, ведь я всегда с тобой, несмотря ни на какие обстоятельства. Не позволяйте кажущейся жестокости ситуации обескуражить вас. Продолжайте внимательно следить за моими словами до конца. Пусть мои слова прозвучат и утешат вашу душу, пока вы слушаете. Воспринимайте это время как подношение на свой день. Я пишу свои планы и инструкции в вашей голове. Это требует вашей полной сосредоточенности и вашей неизменной веры в мои обещания. Верность и сила вашей веры очень важны, поверьте мне, как я доверяю вам. Вы воин, выбранный для особой миссии. Оставайтесь верными своей цели, стойкими на своем пути, независимо от звуковых и визуальных обстоятельств. Мое обещание твердое и не нарушено. Все обещанное будет выполнено. Вы станете свидетелем того, что гарантировано. Я благословляю заблудших, которые однажды отнесутся ко мне и другим, кого искушает обещание неистины или ложи. Благословляю и укрепляю тех, кто остается верен мне, охотно терпя насмешки ради имени моего, во послушании моим заповедям.
Вашим бедам скоро придет конец, и все ваши невзгоды превратятся в победу, радость и победу. Приготовьтесь защищать мои принципы любви, терпения, надежды и искупления для всех. Я дам вам повод улыбнуться новым перспективам, и ваши глаза откроют для себя благодать, которая их окружает. Я дам тебе целительские способности, я дам тебе глубокую мудрость, чтобы многие приходили к тебе за советом. Все ваши позитивные усилия будут расти, ваши благословения будут расти. Это мое заверение тем, кто верит в меня и верит моим словам. Вечная жизнь, спокойствие, радость, мир, изобилие за вашим столом и мой посланник, защищающий ваш дом. Изучите чудеса, содержащиеся в моем учении, тщательно изучите их и усвойте их уроки, но будьте готовы увидеть больше чудес своими глазами. Настало время восстановления, и хотя некоторые пытаются обмануть дураков ложными чудесами, чудеса, которые я совершу через вас, превзойдут все эти уловки. Идите вперед, не боясь препятствий. Если большая гора закроет дорогу, не бойтесь, потому что она сдвинется. Не обращайте внимания на шутки оппонента, не позволяйте им поглощать ваше время и мысли. Сосредоточьтесь на пути, который я указал для вас, и найдите во мне свою силу, ибо это принесет вам великие блага, вы единственный. И хотя я люблю вас всех вечной любовью, я избрал вас для особой благосклонности. Я верю, что ты будешь мудро использовать то, что я даю тебе. Ты не растратишь дары, которые я вложил в твою жизнь. Ваш долг – лелеять и развивать богатства и таланты, которые встречаются на вашем пути. Вы не избраны для того, чтобы накапливать богатство ради собственной гордости или смотреть на других свысока. Я выбрал тебя, чтобы ты был окружен изобилием, был скромным, помогал человечеству, заботился о нуждающихся, помогал бедным и делал все, что в твоих силах для облегчения страданий. Те, кто нуждается, подтвердите свою готовность. Чтобы разумно использовать мои дары, проявите приверженность моему учению. Я с нетерпением жду вашей честности. Сохраняйте чистоту своей речи, берегите свои мысли от нечистоты мира, берегите свое зрение от злобы. Избегайте говорить плохие слова, избегайте действий, причиняющих боль. Не сплетничайте о других, не оскорбляйте никого, держитесь подальше от сплетен, разрушающих жизнь и семью. Когда ты проснешься, призови мою любовь в свою душу и провозгласи вслух, что я твой Бог, твой лидер и твой защитник. Поднимитесь над препятствиями, сохраните свое достоинство нетронутым, а руки полны благословений. Те, кто угрожает и нападает на вас, окажутся в их ловушке. Я здесь как защитник своих детей, мой меч обнажен, я готов встретиться с теми, кто угрожает тебе. Я хочу, чтобы они были свидетелями спокойствия и уверенности в себе, поражали их своей смелостью, сильной походкой и светлыми глазами с верой. Я могу кричать, могу лгать, могу попытаться напугать тебя, но ты будешь продолжать идти. Я укреплю твое мужество, и мои объятия поддержат тебя. Ты не исчезнешь, ты останешься сильным под крыльями. Ты найдешь убежище в любое время, в жару или в холод. Моя любовь будет следовать за тобой навсегда. Я признаю ваше сердце и вашу веру в трудные времена. Сейчас настало время проснуться, чтобы полностью осознать мое благословение, выйти из тьмы, избавиться от беспокойства и выпустить из своего разума все мысли об отчаянии или неудаче. Я хочу, чтобы вы любили себя так, как я люблю вас,
признавали в себе истинную ценность, не позволяли никому создавать ложное впечатление, что вы никчемны и что вам следует доверять им. Хватит этого рабства, прими мой Святой Дух во всей полноте. Я хочу дать тебе свободу, я хочу, чтобы твоя помощь спасла тех, кто сейчас страдает. Прими мою просьбу, прими мое прощение, обними свои объятия с любовью и миром. Я предлагаю себя, потому что я так сильно люблю тебя, и ты всегда это знаешь, даже в самую темную ночь. Твоя вера поддержала тебя, ты проводишь много утра, просыпаешься бесконечно, но утром ты снова можешь вдохнуть мое божественное милосердие. Может быть, есть такие, кто не желает, чтобы ты снова пытался тебя расстроить, а остаешься со мной каждый день, впитывая мои слова, наслаждаясь божественной сладостью, которую я предлагаю. Я твой Бог, твой Отец, твой союзник, твой партнер. Я никогда не хочу, чтобы ты чувствовал себя брошенным. Я хочу, чтобы ты всегда был окружен миром и безопасностью с моей глубочайшей любовью. Справедливость свершилась, и я видел ваши испытания и боль, которую вы пережили, которой воспользовался враг. Но ты молчишь, ты не мстишь, ты не злишься, ты не теряешь силы, ты знаешь, что я контролирую ситуацию и что я лично разберусь с теми, кто обидел тебя, если ты примешь мое слово. Любовь и мудрость. Я буду продолжать укреплять твое сердце, как солнце, сияющее в полях. Мое присутствие будет освещать твое существование, твой дом, твое рабочее место. Вы станете смелее в принятии решений, не опасаясь отречься от ложных друзей и зла. Отныне надейся на меня одного и принимай это слово, которое я каждое утро шью тебе верой и делами. Посадите этот сад, и вскоре вы увидите красивые растения, потрясающие цветы, прорастающие пышные зеленые деревья. Каждый увидит мощные и абстрактные плоды, которые появятся в вашей жизни. Никто больше не будет играть вашими чувствами или обманывать вас, потому что я делюсь с вами вашей мудростью и духовной чувствительностью. Что ты сможешь слушать, наблюдать и принимать разумные решения, не поддаваясь человеческому давлению, тогда ты вернешься в мой покой. Внимание, которое вас окружает, исчезнет, и все враги уйдут. В этом году я подарю тебе счастливые времена, хорошее здоровье и силы, но давай мне время каждый день. Уделите время и внимание своей семье, каждому членам вашего дома, приветствуйте их каждое утро с улыбкой. Ни на кого не злись, не суди, ни на кого не кричи. Я дам тебе силы искать мира, прежде чем принимать важные решения. Не пытайтесь решать проблемы, когда устали. Не приносите проблемы домой с работы. Мягкая реакция успокаивает гнев. Никогда не отвечайте резкими словами или агрессивными реакциями. Оскорбление других недопустимо. Я очень хочу благословить тебя, но я также хочу, чтобы твои действия каждый день отражали мою силу, любовь, доброту и чистоту. Надеюсь, в вашем доме не скажут плохих слов, даже в шутку. Будьте осторожны в своих словах. Пусть ваш дом наполнится сущностью духовного очищения и действительно, как вода благодатного колодца. Чистая вода не должна быть загрязнена духовными загрязнителями. Пусть ваш дом будет погружен в аромат духовной гармонии. Освещение не обязательно должно быть идеальным, но постарайтесь сделать это, не застревая. Убедитесь, что мои слова наполняют каждый уголок вашего дома. Песни хвалы и поклонения эхом разносятся по вашим стенам. Украсьте свой дом простыми произведениями искусства, воплощающими слова ободрения.
Если ты хочешь доставить мне удовольствие, дай мне посмотреть, как это святое слово превратится в тебя. И если ты изменишься, твой дом будет перестроен. Все мои близкие почувствуют мотивацию открыть мне свои сердца. Они в конечном итоге признают, что я истинный Бог, а не просто еженедельная рутина. Я твой Бог, всемогущий, и я покажу тебе. К тебе бесконечное милосердие, я изолью свой гнев на тех, кто стремится уничтожить тех, кого я люблю. Они мне дороги. Я нежно поцеловал их в руки. Те, кто поклоняется мне, слушают мой голос, находя время, чтобы понять и усвоить мои слова. Те, кто понимает мои учения, следуют за ними, распространяют мое послание и ищут меня в одиночестве и тишине. Их жизнь преображается, характеры укрепляются и взрослеют. Ты верная душа, которая любит меня и доверяет мне, и ты никогда не откажешься от проблем, с которыми сталкиваешься сегодня, зная, что я тот, кто я есть, и всегда буду рядом с тобой. Я защищу тебя от злых врагов и подарю тебе полную победу. Я верну то, что несправедливо отнято у тебя, усовершенствую дары и таланты, которых ты был лишен. Я подниму тебя и одену тебя с честью и достоинством, и одену тебя в новую и красивую одежду. Эти слова дадут вам надежду, что вы не забудете их ни днем, ни ночью. Ты услышишь мой голос, когда выйдешь из дома и когда будешь спать. Я на твоей стороне, почувствуйте энергию, вы обретете покой и утешение, когда придете ко мне и укрепите свою веру. В этом году я подарю вам много благословений. Поэтому будьте хорошо подготовлены и доверьтесь моему обещанию, ибо оно будет исполнено во имя Отца, Сына и Святого Духа. Следуйте путем веры, не прячьтесь и не купайтесь на солнце, так моя слава воссияет над тобой. Сказал и тьма, твое сердце будет покрыто моей истиной. Ваш дух наполнится силой, и сомнение исчезнет из вашего сердца. Я прошу вас посвятить себя молитве, искать меня искренне, посвятить свое время отстранению. Раздражающие весы всегда рациональны, легко ранимы эмоционально, очень страстны и, возможно, немного слишком интенсивны. Вам предстоит столкнуться с серьезными испытаниями и хаотичными обстоятельствами. Бывают моменты, когда вы чувствуете неуверенность в своем следующем шаге. Поэтому повторяю, подтверждаю повеление и прошу вас, живите верой. Все зависит от тех, кто верит в меня, тех, кто признает мое существование и реальность, тех, кто полностью доверяет моей заботе. Даже среди бесчисленных препятствий, с которыми сталкиваются те, кто принимает мою любовь и идет по моим стопам, в то время как враг мучает их мыслью о небрежности, как будто я благодарен за их пытки. Уверенно понимая, что моя любовь вечна и постоянна, я всегда верой защищаю тебя. Дорогая дочь, дорогой сын, я хочу направлять твой путь, заботиться о тебе, но прошу тебя по-настоящему поверить в меня. Я твоя жизнь, твое будущее, твоя сила и твой щит. Веря, что ты получишь те чудеса, которые сейчас ускользают от твоего взгляда, ты сможешь предвидеть то, чего не могут себе представить твои глаза. Ваша вера может показаться хрупкой, но именно об этом я прошу вас, и этого достаточно, чтобы вы и дальше получали обильные благословения. Помни мое обещание, приходи и слушай мои слова каждый день, оставь свои преступления позади себя и дай мне жизнь. Я знаю, что вы верите в меня и будете упорно идти по пути своей веры.
Внезапно, когда вы меньше всего этого ожидаете, ваше сердце заколотится от радости, мечты, которые вы считали умершими, вернутся к жизни, и надежда, которую вы давно хранили в глубине души, потому что отчаяние воскреснет. Ваша жизнь будет жизнью веры, новичка, обдумывающего капитуляцию, верящего, что у вас перехватило дыхание, что ваш конфликт непреодолим, что вы не хотите ничего, кроме прекращения бремени жизни. Тем не менее, сегодня я пришел, чтобы подарить вам свою любовь и подарить вам обильные дары, глубокие радости и благословения. Подготовьте свое сердце и разум, ибо я предсказываю, что те, кого вы потеряли, вернутся в вашу жизнь. Вы выросли в вере, сейчас самое время помочь нуждающимся подготовиться к тому моменту, когда дверь откроется и препятствия, блокирующие ваши благословения, будут удалены. Все возможно, если вы верите моим словам, ведь со мной нет границ, дорогие дети. Приготовьтесь к прекрасному будущему, большему, чем вы когда-либо мечтали. Примирение в вашей семье возможно, возможности прощения и исцеления у вашего порога дают бесплатное прощение, не отнимают у вас любви. Я готов пожелать тебе настоящей работы и богатства. В вашу жизнь придут люди, которые ценят и вознаграждают ваши усилия и таланты. Будьте честны на своем пути, избегайте лжи и плохих слов, говорите хорошо о других, игнорируйте тех, кто создает проблемы слухами и ложью. Остерегайтесь тех, кто пытается украсть ваши благословения. Я познакомил вас на некоторое время. Сейчас настало время вам встать, углубиться в свое учение и полностью довериться мне. Не доверяйте деньгам и не беспокойтесь о потерях или работе, у меня есть для вас больший план. Доверьтесь своей полной вере и отдайте свое сердце. Пришло время отправиться в большое путешествие. Выразите мне свою любовь и веру, и вы увидите, как я коснусь вашей жизни и вашей семейной жизни своей любовью и силой. Я люблю вас, дети мои, и знаю, как проникнуть в ваш дом, чтобы подготовиться к славному чуду. Я был у двери и звонил. Вы позволите моему входу достичь чего-то нового, удивительного, мощного и сверхъестественного. Я наблюдал за вашими страданиями и не допущу, чтобы какое-либо желание обрушилось на ваш дом или заставило страдать вашу семью. Я обильно благословил тебя за твою многолетнюю верность, ты постился и ставил меня на первое место во всех своих делах и мыслях. Время пожинать то, что посеешь, близко. Я наполню твое жилище изобилием счастья, мужества и здоровья. Поверьте моему слову, все, что я обещал вам, я сделаю. Подготовьтесь к серьезным переменам и не цепляйтесь за прошлое, которое часто наполнено тревогой и отчаянием. С моими благословениями приходит мудрость, сила и способность принимать мудрые решения, чтобы контролировать то, что я предлагаю. Дайте вам, чтобы ваши благословения могли увеличиться и стать благословением для других. Будьте благодарны и верьте, потому что я меняю вашу жизнь, снимаю с вас бремя и устраняю негативные эмоции, которые укоренились в вашем сердце и мешают вашему прогрессу. Вы новатор, свободный от депрессии, ненависти и зависти, будьте готовы, ибо я открою вам новые двери и введу вас в ваш дом. Я люблю тебя, не бойся, твоя жизнь в моих руках. Не слушайте негативную информацию или клевету, которая нападает на вас, презирайте страх, вызванный вашими врагами,
которые намереваются украсть контроль над вашей жизнью, судьбой и сердцем у божественного плана, созданного для вас. Перед лицом оскорблений и клеветы держись моей любви и моих слов. Найдите мое присутствие и проведите время со мной, чтобы заменить вас. Я не хочу, чтобы твоя вера и любовь ко мне были поколеблены нападением. Ваше сердце и разум полны веры, надежды, силы и счастья. Ваши враги будут удивлены, увидев ваш ход, они не смогут вас сбить с толку или атаковать. Они увидят, что вы предпочли мои слова их резким словам. Проблемы, причинявшие вам боль, исчезли, заботы, испытывающие вашу веру, исчезли. Сегодняшний день открывает вам глаза на новый день, полный мира и радости. Примите это и поверьте, даже если сейчас вы этого не видите, вы можете почувствовать, что изменились. Я благословляю вас своим божественным присутствием вокруг вас, своей любовью и заботой. Ты не слабый, ты сильный, вы не проигравший, вы победитель. Ты не побежден, ты восстал благодаря моей силе, и ты победитель. Скажи мне от всего сердца, что ты мне веришь. Я хочу заверить вас, что вы не одиноки. Вчера вы плакали из-за постигшего вас несчастья, дела пошли не так, как планировалось, вы чувствовали себя брошенными теми, кто о вас заботился, а они бросили вас в тот момент, когда вам это больше всего нужно. Я вижу вашу печаль и понимаю, но я прихожу сюда, чтобы сказать вам, что ваши слезы, ваши крики отправились на небеса, даже на мой святой престол, где решается ваше будущее, где лечатся все проблемы, где решается ваша проблема. И где? Я могу утешить тебя в твоей печали. Я не оставляю тебя, я не оставляю тебя, хоть я и доверяю тебе, я рядом с тобой, я люблю тебя с каждым днем все больше и больше, и это до сих пор так. Вы должны жить с уверенностью, что я готов слушать, и силой моей крови вы можете напрямую войти на мой небесный престол. Здесь и со мной вы можете принести свою просьбу, и я готов выслушать вас с терпением и любовью, как настоящий друг. Я не прошу тебя перестать плакать, лучше поплакай и успокой свою душу от всего, что разваливается, чтобы я наполнил тебя своим покоем. Но я должен тебя кое о чем предупредить. После твоих слез будет великая радость и счастье, потому что мне пора благословить тебя. Готовы ли вы оценить то, что я вам дал? Все, через что вы проходите, это подготовка к этому долгожданному времени. Сейчас настало время открыться небесам и дать вам великие благословения. Во времена мира пусть вы почувствуете мой покой. Делайте это и помните, что не имеет значения, что кто-то другой покинет вас, потому что я здесь, чтобы держать и утешать душу. С каждым днем ты становишься сильнее, ты лучше знаешь меня, ты ищешь моего присутствия и моих слов. Это показывает вашу честность, мудрость и понимание. Когда вы сегодня закроете глаза и снова подумаете о моих словах, вы почувствуете, что мои любящие объятия исцеляют вас. Вы будете знать, что вы не одиноки. Мое присутствие наполняет тебя радостью и открывает путь к твоей победе. Я собираюсь открыть дверь к великим благам, но выслушай меня до конца, развей свои сомнения. Итак, вы боролись, и ваша борьба не была напрасной. Награда за вашу веру и страдание близка. Я точно знаю, что ты страдаешь, я знаю твое сердце. Не ищите гордости, ложного богатства, славы или популярности. Ваша борьба честна, вам просто необходимы необходимые припасы,
чтобы поддержать свою семью, преодолеть невзгоды, помочь своим близким. Я хочу дать вам благословение, это мое намерение. Я планирую открыть для вас шлюзы рая с истинным благословением, пока вы не будете перегружены тем, что вам нужно. Наконец, не освободитесь от бремени и не дадите вам покой. Если вы поверите мне на слово, попросите меня твердо стоять и упорствовать в своих усилиях. Расслабьтесь, когда это необходимо, но затем снова встаньте, усердно работайте и будьте храбры в радости, на которой может сосредоточиться ваша душа. Идите вперед без жалоб и печали, будьте сильными и счастливыми, даже когда дела идут не так, как планировалось, или когда кто-то пытается вас сбить с толку. Продолжайте свои курсы даже в трудные дни. Мужество перед противниками встречает их с улыбкой, терпеливо относится к ним, поит их, и если они хотят пить, помогает им, если они в беде. Будьте осторожны, используя свою мудрость, держите в тайне свои личные проблемы и уязвимости, не давайте им возможности предать и причинить вам боль. Это показывает доброту, но также показывает силу и мудрость, которым вы научились у меня. Избегайте злоумышленников, держите свои стратегии в секрете, избегайте вовлечения или распространения сплетен. Ваши враги будут разочарованы, когда поймут, что не смогут сбить вас с вашего пути. Наш план работает. Ты будешь продолжать прогрессировать благодаря вере, силе и настойчивости, пока я не осужу тебя, и тогда ты поймешь больше. Вы окажетесь перед великой дверью, а за ней невероятные благословения. Подтвердите свою веру в меня и посвятите себя этому завету, приходите ко мне каждый день и начните прямо сейчас с этого проекта. Дорогие дети, вы очень смелые. Стойте с верой, ибо вы победите. Сегодня ты благодаришь меня за еще один день жизни. Чего же ты ждешь? Не стоит открывать рот и выражать благодарность своими словами. Я знаю ваши потребности еще до того, как выпущу это в эфир. Просто поверьте мне и проведите немного спокойного времени. Найдите минуту молчания и подумайте обо всем, за что вы можете быть благодарны сегодня, о своей жизни, своей семье, своем здоровье, воздухе, которым вы дышите, хлебе на вашем столе, крыше над головой, моей великой защите во всем мире. Ваш дом – те ангелы-воины, которые разбивают лагерь, наблюдают за вашими снами и готовы идти в бой. Есть так много причин быть благословленными, так много замечательных причин принять жизнь. Думайте о них каждый день, чтобы наполнить свой разум хорошими мыслями, чтобы держать глаза открытыми, чтобы они видели мою доброту на вашем пути, чтобы они чувствовали себя в безопасности, поскольку они это знают точно, что я держу вашу судьбу в своих руках. Я живу в благодарном сердце, которое признает вашу нужду во мне. Я протягиваю руку помощи с верой и надеждой, потому что вы знаете, что вам так повезло. Иногда я замечаю, что ты расстроен этим событием, но это нормально, не волнуйся так сильно. Вы чувствуете тяжесть своих обязанностей. Вы желаете, чтобы все шло гладко, чтобы в вашем доме было все, чтобы ваша семья была здорова и чтобы никто не украл мир и стабильность, в которых вы нуждаетесь. Однако бывают трудные дни, когда вы теряете благодарность и приходит враг, чтобы внедрить в ваш разум негативные мысли, превращая тревогу в страх, занимаясь ложью, превращая страх в страх, тревогу и отчаяние. Я наблюдаю и жду твоего призыва к действию, высоко подняв руку и произнося те сильные слова, которые заставят врага бежать.
Выразите благодарность за свое существование, свою семью, свое благополучие, за все, что у вас есть. И пусть ваша искренняя вера и благодарное сердце станут вашей броней, поддерживая вас во времена испытаний, когда вы проходите через огонь страданий. Знай, что я каждое утро с тобой. Я не могу видеть, как ты встаешь. Я хочу услышать первые слова твоего дня, рожденные душой, погруженные в благодарность. Спасибо, Господь, за этот новый день, небесные благословения, особенно с твоим именем, у меня на все есть свои причины. Поверьте мне всем своим сердцем. На небе и на земле многие ситуации придутся вам по душе. Я заповедал неразделимую заповедь, чтобы вы получили обильное пропитание, свободу от долгов, нематериальную мудрость, благословения, приготовленные специально для вашей семьи и для тех, кто унаследовал должным образом божественные наследники. Вы не продукт возможностей, я люблю тебя. Прежде чем я создал тебя, я приготовил для тебя много прекрасных вещей. Более того, самое большое благословение – это моя любовь. Ина, я люблю тебя, когда ты уходишь, я все еще люблю тебя, когда ты возвращаешься ко мне. И если ты думаешь, что иногда оно ослабевает, они настоящие и искренние, верные себе, в отличие от титулов, славы или репутации. Они не пытаются завоевать похвалу. Они хотят использовать полученную любовь, чтобы войти в мою волшебную страну. Устраните заклинания, которые угрожают вас обмануть. Я глубоко убежден, что все благословения в вашей жизни – это путь к высшей цели – научить вас смирению, чтобы вы могли использовать его для служения тем, кому повезло меньше, с честным и бескорыстным духом. Когда вы будете делать добро другим, произойдет много великих дел. Мой авторитет дан тем, кто позволяет вам безопасно преодолевать конфликты и побеждать в амбициозных и сложных ситуациях. Ваша победа уже гарантирована. Двигайтесь вперед с непоколебимой верой и уверенностью. Перестань говорить вещи, которые меня беспокоят. Оставьте из своей жизни следы жестокости и незастрахованной враждебности. Замените эти воспоминания и чувства печали новой надеждой и амбициями. Я даю вам свое прощение, пока вы исцелите энергию, чтобы превратить свою историю в светлое будущее. Зажгите огонь в своем сердце, и я погашу тени вокруг вас, особенно тех, кто вам не безразличен. Просто посмотрите, как меняются их лица, когда они смотрят на вас. Ваше духовное просветление – это дар от Бога, данный вам по Его благодати и любви, но вы несете полную ответственность за исполнение моего слова и обращение ко мне с молитвой, если желаете сохранить этот дар. Полное переживание этого духовного царства вызовет у вас желание чаще видеть меня во сне. На мой взгляд, этим драгоценным даром нужно пользоваться бережно и с высокой ответственностью. Теперь я не кричу с крыши, я подарю тебе вкус рая. Будьте скромными и относитесь к людям с тем уважением, которое вы хотите. Поддерживайте искреннюю и заботливую дружбу. Стать более сострадательным и кротким – это все равно, что посеять в свою душу новое абстрактное семя. Это отличный способ двигаться вперед и принести исцеляющую и чудесную энергию. Пройдите через мысль, что вы не можете воспользоваться возможностями, которые я вам предлагаю. Откажитесь от этих идей. Общайтесь с настоящим собой. Это результат принятия и принятия моей любви.
Как дитя всемогущего Бога, вы храбрый и могучий воин, обладающий силой, решимостью и победой. Вы не проиграете. Когда вы преодолеваете испытания силой своей веры, благодать великой победы уже на вашем пути. Мое присутствие – важная часть вашего путешествия, и вы приветствуете его. Думайте об этом как о чудесном покрове света, который окружает вас и все вокруг вас. Когда вы сомневаетесь или одиноки, я могу показать вам, как сосредоточиться на поставленной задаче. Подобно звездам на ночном небе, мое присутствие – постоянный источник комфорта. Отдыхал на камне в отдаленном месте, как Иаков в библейской истории. Он убедился в моем вечном присутствии во сне и увидел ангела с небес. Я не знаю, выходит ли это откровение за рамки библейского примера. Это мили вечной истины для тех, кто ищет меня всем своим сердцем, когда чувствует себя одиноким или далеким. Его пробуждение привело его к мысли, что Господь явно находился в этом разделе. Я искренне желаю, чтобы вы открыли свои глаза и свое сердце для моего вечного руководства, и я приказываю вам с уверенностью заявить, что божественность здесь. Я очень рад вашей искренней просьбе и с радостью отвечу на каждом этапе вашей жизни. На твоей стороне я останусь. Помните, что мое присутствие – ваш постоянный спутник, когда вы сталкиваетесь с проблемами и празднуете счастливые времена. Это первый шаг на пути к беспрецедентному величию. Я подвел вас к этому моменту, чтобы вы тоже не закрывали глаза. Расправьте свои крылья и поднимитесь на новые высоты, чтобы вы могли насладиться благословениями, ради которых я хочу вас искупать. Ваш вечер может быть безболезненным. Отныне горе больше не будет твоим другом. Несколько дней могут пройти без горя и одиночества. Невероятные и живучие убеждения будут распространять ваше существование с восходом солнца каждое утро. У вас есть возможность выбрать радость вместо печали, чтобы не позволить плохим новостям или тревоге затмить вашу улыбку. Яркая, освещающая ваше лицо. Я так люблю тебя, моя дорогая. Уникальность, которую вы имеете, является результатом вашего полного подчинения мне и присутствия моего Святого Духа. Вам не обязательно действовать или говорить что-то, как все остальные. В то время как другие могут склонить головы самым шепотом, когда их мечты разбиты, а их души охвачены ужасом, вы все равно цепляетесь за них. У вас неописуемая способность к любви. Расправьте свои крылья благодаря своей великой вере, и ваши молитвы и слова будут полны энергии. Наслаждайтесь этими выражениями в полной мере и делитесь ими с теми, кто вам дорог. Я очень горжусь тем, что являюсь частью вашей оживленной жизни и вижу, как вы приветствуете меня каждый день, осознавая мое присутствие через вас. Когда я вижу, как ты смиренно склоняешь голову в молитве, на твоих глазах наворачиваются слезы радости, а меня согревает твоя благодарность. У вас есть смелость, терпение, достоинство и уважение к другим. Ваша доброта тронула мое сердце. Поднимите тех, кто ведет вас, тех, кто в нужде, и тех, кто ищет спасения. Пусть ваш выбор победы и триумфа вдохновит и воодушевит других. Имея на вашей стороне Святой Дух и надежную защиту от ваших эмоций, вы сможете делать все это. Из твоих губ текут божественные струны, разрывающие все узы, а твое сердце является источником жизненной силы.
Даже если ты сейчас не идеален, помни, что твоя сила исходит от меня, который записывает твои преимущества и ведет тебя к победе в каждой битве. Будьте скромными и примите это как правду. Нет смысла претендовать или гордо демонстрировать звания людей, претендующих на полномочия. Используя ваши руки, я могу творить чудеса, которых не видел невооруженный глаз. На вашу землю льются реки живительных вод и целебной души. Когда вы увидите, что их жизнь изменится, наступит время чистой радости. Те, кто заблудился раньше, найдут свой путь к концу благословений, которые я предназначил для них, и в результате их отношение изменится. Поэтому я призываю вас быть настойчивыми и стойкими перед лицом худшего, что может с вами случиться. Тогда ты сможешь легко расслабиться, потому что у меня есть план, который всегда сбывается, выдержать все препятствия. Однако я поручаю эту священную обязанность кому-то в вашем доме, кому-то, кто твердо верит в меня, молится с верой и непоколебимой преданностью, и этот кто-то – вы. Горячо молитесь за своих близких, и пусть все ваши проблемы чудесным образом исчезнут. Ваши молитвы будут услышаны на небесах, расчищая путь к вашему окончательному успеху. Огромное сочувствие вам и всей семье. Я храню для тебя твое будущее, твое настоящее и значимые благословения, поэтому ищи утешение в моих объятиях. Я выбрал тебя, и это доказательство моей любви. Если вы все еще находитесь в группе богатств, содержащихся в моих словах, все те, кто хочет пристыдиться, вы будете удивлены, когда я проделаю с вами чудодейственное исцеление в эти сроки. Нежным прикосновением я вытираю слезы, которые могут испортить ваше путешествие и подарить вам ни с чем не сравнимое удовольствие. Описательно, непонятно. Вы почувствуете себя ближе ко мне, поскольку счастье наполняет вашу жизнь каждый день. Приди и услышь мое обещание. Найдите покой, спокойно медитируя, открыв Библию. Пусть эти слова питают ваш смутный ум, пока вы читаете. Когда я укреплю вас изнутри, вы почувствуете энергию, которая направляет всю вашу жизнь. Сегодня бывают моменты, когда вы, возможно, смотрите на небо, надеясь получить сигнал сверху. Однако я говорю вам, что ждите этого с нетерпением, потому что я уже ответил на вашу просьбу и молитву. Поток жизни течет через ваше поле, в то время как непрерывный поток вашего имущества уже течет. Все твои мечты сбудутся, дорогая. Будь сильным и бесстрашным. Врата рая и врата рая могут быть открыты настолько широко, насколько вы пожелаете, когда вы стоите на краю и видите перед собой невероятное откровение. Сила моих слов принадлежит мне, и я знаю, что вы сохраните это великое откровение близко к сердцу. Ты даришь тепло моему сердцу, жертвуя друг другом, и моя любовь к тебе сильна. Каждый раз, когда ты показываешь мне свою любовь, радость в твоем голосе наполняет мое сердце волнением. Слова, которые исходят из моих уст, чтобы утешить и защитить тебя, показывают мою любовь к тебе. Я хранитель обещаний и Бог силы. Я укрепляю слабых и угнетенных. Я приношу радость тем, кто тонет в печали. Врата рая откроются для тех, кто обещает непоколебимую преданность и искренне поклоняется мне. Они понимают огромную силу доброты к другим, терпения, советов, чтобы избежать ссор и слухов, доброго отзыва о других и сохранения хладнокровия под давлением.
Что бы ни случилось, я всегда буду держать тебя и твоих близких рядом со мной. Не реагируйте гневно или резко, когда сталкиваетесь с трудностями. Вместо этого будьте щедры. Ваш дом станет убежищем мира. Великие дела произойдут. Ваша вера станет сильнее, и вы пожнете неожиданные плоды. Бесконечное счастье будет исходить от вас и ваших близких. Позаботься о том, чтобы моя любовь к тебе никогда не ослабела, и я всегда буду рядом с тобой. Верьте, потому что я могу творить чудеса, которые удивят вас, мои дорогие дети. Вам больше не придется отказываться от своих желаний. Я с любовью направляю вас и строю отличные планы на вашу жизнь. У тех, кто смел и тверд в вере, есть надежда на лучшее будущее. Прости мою милость и невероятную силу преодолевать препятствия, и ты увидишь чудеса. Независимо от того, сколько раз ты упадешь, моя любовь к тебе всегда сильна. Примите покаяние, избегайте зла и отключитесь от яда и зла, которые вас связывают. Кричи передо мной со всей своей силой и верой, ибо моя могучая кровь может разорвать твои узы. Просыпайтесь каждый день свободным от препятствий и с радостью. Пусть ваши глаза и губы наполнятся благодарностью и похвалой, когда вы слушаете мои слова и выполняете свои обещания. Я подчиняюсь своей воле. Тогда ты сядешь со мной в Царстве Небесном, окруженный многими благами. Я хочу показать на арене славу этой священной тайны, а вы — холст, на котором я намерен изобразить ее. Как свидетель моей бесконечной любви и силы, Христос в тебе ярко сияет, пусть все народы удивляются. Бесценный артефакт, трубка божественной энергии, находится внутри вас. Наличие завета в благодати помогает другим видеть путь с изобилием любви и мудрости. Придерживайтесь своих убеждений, развивайте терпение и не позволяйте тревоге контролировать вас. Откажитесь от бессмысленных амбиций, которые ведут к страданиям. Избавьтесь от препятствий на пути наших отношений, отложите в сторону свои заботы и отойдите от тех, кто не разделяет ваших убеждений. Продолжайте молиться, ибо пришло время вам приблизиться ко мне. Продолжайте надеяться, потому что у меня есть много благословений для вас. Давай, прекрати свои страхи и знай, что я здесь с тобой на каждом этапе пути. Несмотря на ваш стресс и надвигающиеся финансовые трудности, доверьтесь моему совету и обнимите меня. Я обещаю в конце концов принести вам покой и удовлетворение. Обратите внимание, что я Бог всех электрических чудес. Ваша жизнь приносит плоды, которые приносят благословение многим. Физическое влечение не является фактором для обретения настоящей и прочной любви. Утешение оказалось в мою пользу. В день, когда без видимой причины текут слезы, я здесь для тебя. Ничто другое в этом мире не может сравниться с бескорыстным подарком, который я могу дать: любовь без каких-либо условий, мир, исцеление и верность. Закажите эту услугу, и она станет вашей бесплатно. Мне не столько нужно ваше материальное процветание, сколько духовная стабильность, непоколебимая приверженность и желание сильны в том, чтобы оставить наследие. Начни новое путешествие, оставив позади тени прошлого, и отправься в путь веры вместе со мной. Выразите свою приверженность своими словами, пока мы направим вашу веру к светлому будущему. Я обещаю, что приму вашу веру,
и всем сердцем приму ваше послание. Готово, моя дорогая, я собираюсь осыпать вас обильными благословениями. Независимо от мнения окружающих, они смогут окунуть вас добротой и заботой. Я хорошо умею находить простые жесты, чтобы показать свою любовь. Сегодня вы достигли пика своих испытаний. Штом больше не беспокоил меня. Моя любовь безгранична, и ничто не находится за пределами моей досягаемости. Рассвет нового дня знаменует собой начало эпохи, полной безграничных возможностей и ожиданий. Дверь откроется, и отношения будут процветать. Ожидайте большого финансового облегчения и счастья в своих повседневных начинаниях. Я всегда держу свои обещания. Черпайте силу из своего щита, своего утешения и своего убежища, я поддерживаю вас. Как всегда, я ваш хранитель мира и красоты. Когда мои мысли пройдут в твоей голове, боль, которая тебя раньше мучила, прекратится, и твое сердце наполнится поводом для улыбки. Нет конца моей выгоде для вас, и я восхищаюсь тобой безоговорочно. Я здесь добровольно, взыщи сначала меня в молитве, и я услышу твою молитву. Даруй тебе свободу, спокойствие, благополучие и успех во всех начинаниях. В тот день исцеления и заступничества, когда утраченное благословение вернется к вам, я открою дверь, была закрыта уже давно. Грядущие дни будут отмечены безопасным путешествием с осознанием того, что ваш всемогущий и любящий Небесный Отец и я, Господь, ваш Бог, всегда будем с вами. Пусть огонь горит внутри вас, вдохновляя вас вести целеустремленную жизнь с рвением и силой. Наслаждайтесь радостью видеть чудеса в своей жизни и жизни своих близких, смело подчиняясь приказам короля. И ему никогда не было стыдно думать обо мне. Те, кто верит в меня, имеют привилегию говорить со мной лицом к лицу, и в результате их вера и послушание будут возрастать. Перед нами великое чудо. Даже в случайных трудностях знай, что я никогда тебя не оставлю. Уверяю вас, в вашей семейной жизни произойдут огромные перемены, которые принесут вам счастье. В любых обстоятельствах вы можете рассчитывать на мою непоколебимую поддержку. Вы обладаете моим неделимым вниманием, говори со мной смело и уверенно, и будь готов слушать. И если вы внимательно изучите мои слова, мой дух будет окружать вас, говоря прямо к вашему сердцу. Убедитесь, что сила, которую я даю вам, непоколебима. Клянусь твоими устами, что ты будешь искать меня каждый день с любовью и искренностью, и я с нетерпением жду нашей встречи. Пусть ваши молитвы никогда не кончатся, потому что, несмотря на то, что мир проходит, в нем много потрясений. Запишите имена своих близких и их пожелания в свой молитвенный дневник. Я знаю каждый аспект их жизни и мыслей, но я все равно призываю вас воплощать свою веру в жизнь, молясь о том, что действительно важно. Несмотря на страх заразить других о предстоящем знаке, я надеюсь, что вы и ваши близкие не будете бояться. Я больше не могу с тобой делиться. Ты больше не можешь ходить без меня. Сохраняйте спокойствие среди всепоглощающей тревоги, вы увидите чудо перед своими глазами. Молитесь горячо, настойчиво и живите с ревностью и тревогой, не беспокоясь о том, что может случиться. Труба возвещает о скором прибытии вашего избавления. Поверьте в мою гарантию, у меня есть способность преодолевать любые препятствия,
которые встречаются на нашем пути. Нет предела моей любви к тебе. Признайся мне в любви, моя любовь – бальзам для израненной души. Мое нежное прикосновение приносит комфорт, пока мы путешествуем по рекам из чистого кристалла. Мои руки будут вести тебя и поднимут на большую высоту. Ваше счастье теперь превосходит то, что у вас было когда-то, даже перед лицом экстремальных испытаний. Волны радости унесли тебя, счастье давно недостижимо. Дни отчаяния, одиночества и чувства покинутости скоро пройдут. Покажи себя мне сейчас и воспользуйся силой, чтобы рассеять тьму, которая так сильна в твоем разуме. Мое обещание будет постоянным спутником в вашем путешествии, отрицанием того, что вы не сможете не плакать снова, что отдается эхом во времена одиночества. Я буду с тобой каждый день, утешая тебя, как пастырь. Придя ко мне, вы обретете спасение, и ваши нужды будут удовлетворены. Поверьте истине моему слову, ведь она способна улучшить вашу ситуацию. Не позволяйте непредвиденным препятствиям сломить вас или обескуражить. Отбросьте плохие слова, травмы, недоразумения, критику и оскорбления со стороны соперников, которые вам завидуют. Я держу тебя в своих пальцах, защищая от злонамеренных атак. Поднимайтесь каждый день с моими словами на устах, живите в тени всемогущего Бога, вашего возлюбленного и всемогущего Бога. Примите безопасное убежище, предоставленное вашим небесным Отцом. Я стою на краю твоего сердца, тихо постукивая. Впустишь меня, позволишь обнять тебя с любовью. Я с нетерпением жду этого сейчас. Ты извинился, и я извинился. Когда я прощаю, я забываю. Ваши ошибки стали ценным уроком. Слушай внимательно мои нежные слова, которые я шепчу тебе на ухо, направляя тебя на правильный путь. Вы будете процветать, и к вам потекут благословения. Это результат мудрого решения, которое вы приняли сегодня. Я стою у твоей двери, и я приглашаю тебя открыть мне свое сердце. Я хочу жить в твоем доме и хочу, чтобы мой чудесный мир наполнил каждый уголок твоего семейного сердца. Вскоре вы увидите, как моя энергия растет в вашей жизни. Ваша истинная личность радует меня, и ваша искренность глубоко трогает мою душу. Ваша живая вера постоянно присутствует в моем святилище. В отличие от других, которые приходят и уходят со страхом отдать свои планы в мои руки, я выбрал тебя, чтобы ты был светом и примером для моих близких. Пусть плоды вашей веры сияют для них, чтобы они получили еще большие благословения, но они приходят с большой ответственностью. Я посажу тебя себе на голову, чтобы другие увидели обилие благословений, которые приходят к тем, кто следует за мной, смирение и послушание. Выразите гнев или нетерпение, когда дела идут не так, как планировалось. Я благодарен за то, что ваша жизнь, ваша семейная жизнь и все ваши усилия находятся под моим контролем. Дверь открыта для вас, и благословение, и радость потекут со всех сторон. Мне грустно видеть, как некоторые люди заявляют, что любят меня, когда я говорю плохие вещи о других. Никакое добро не может вырасти из сухой души, попавшей в ловушку негатива. Поэтому выносливость и смирение всегда важны. Пусть великие идеи других процветают, пока вы наслаждаетесь плодами своего труда, сия все больше и больше благословений. Вы заслуживаете лучшего,
потому что оно уже ваше. Отдыхайте в присутствии моих представителей и верьте. Я твой опекун и защитник, так что не волнуйся. Я наблюдаю за тобой каждый день, когда ты просыпаешься. Я стою рядом с тобой, желая, чтобы ты почувствовал мое присутствие. Когда вы открываете глаза утром, позвольте вашему сердцу блуждать. Слушайте мои слова и руководство моего духа. Говорю вам, всем мне позволительно, но не все полезно, всем мне позволительно, но ничему я не подчинюсь. Не бойтесь трудностей, с вашей силой ничто не сможет причинить вам вред. Вы можете найти все ответы, которые ищете, когда молитесь, написав свою историю. Ничто не ускользнет от моей мудрости, моей воли и благословений, которые вы просите у меня. Я отдал свою жизнь на кресте и воскрес через 3 дня, чтобы и ты воскрес. Мои действия делают это больше, чем ваши мечты и знания. Я могу тронуть ваше сердце и показать его вам, разжигая в вас сильные убеждения, которые заставят вас принимать важные решения. Пришло время действовать, чтобы осознать абстрактную силу, которая пронизывает ваше существование. Независимо от вашего возраста или прошлого, никто не может недооценивать вашу ценность. Они будут удивительными и яркими перед теми богатыми результатами, которые вы даете сегодня. Зная, что мой дух постоянно работает в тебе, даря всем эту прекрасную и чистую любовь. Любовь к миру ограничена. Многие люди обещают любовь, но только если вы ответите взаимностью. Нет любви сильнее меня. Не поддавайтесь печали, если вы чувствуете себя сегодня разбитым и уставшим. Откройте мне свое сердце и примите спокойствие, которое я дарю вам сейчас. Как создатель этой огромной вселенной, я командую ветрами, которые могут потрясти вас. Вы понимаете, что я успокою эти бури и отключу угрозы, призванные расстроить ваш мир. Сохраняйте свою веру сильной, позволяя своему воображению и восприятию проясниться. Откажитесь от веса того, что вы считаете достижением, и не зацикливайтесь на слабостях, которые вы видите. Сосредоточьте все свое внимание на мне. Вернитесь к работе над проектом, который вы отложили, и дайте новую жизнь амбициям, которые вы оставили позади. Верьте тому, что я говорю, и соглашайтесь со мной. На вершине ваши мечты могут сбыться. Примите свою задачу с радостью, подкрепленную энергией, которую я вам дам. Желание моего сердца — научить тебя доверять и держать мою руку, как новорожденного, чтобы ты мог расслабиться и быть в безопасности. Теперь твоя вера может быть чистой и невинной, как у ребенка, потому что я очистил твое сердце. Ты знаешь, что можешь проводить со мной столько времени, сколько захочешь. Пожалуйста, помните о нашем разговоре, потому что я всегда говорю вам правду и последовательно. Я пришел к тебе, излив в тебя мой Святой Дух, очистив твое сердце и увенчав тебя всякой победой, движимой моей глубочайшей любовью к тебе. Сохраняйте спокойствие и не позволяйте ничему нарушить ваш спокойный сон. Я всегда буду с тобой, нашептывая свои обещания и заповеди. Никто не сможет нарушить ваш покой. Позвольте мне подробно объяснить, что вы спросили. Поскольку я сознательно слушал каждую вашу молитву, похвалы, жалобы и извинения оставались со мной. Ваша искренняя благодарность в трудные времена меня очень тронула.
Ты претерпел много трудностей в своей жизни и доказал мне свое доверие. Все очень ценятся, даже если вы не можете удержаться. Помню, что если бы все получилось правильно, это заслуживало бы моего уважения. Мой друг, я благодарен за доверие, которое ты мне оказал. Когда ты говоришь со мной, мои уши открыты, и твои истинные чувства мотивируют меня продолжить это путешествие вместе с тобой. У вас есть способность достигать великих целей. Почувствуйте, как сухая долина вашей жизни превращается в бальзам жизни и богатства. Будьте осторожны, ведь уловки врага больше не смогут на вас повлиять. Ваши эмоции больше не будут мешать постоянному потоку моих благ. Не отчаивайтесь в случае возникновения проблем. Я отвечу на ваш звонок. Безопасность и надежность будут вам обеспечены, потому что о вас заботится мой ангел. Запомните эти слова. Они могут дать вам силы победить ваших врагов. Здесь вы – законная часть стада под моей защитой. Слушайте мои слова и держите свое сердце открытым для внутренней радости. Увеличение по сравнению с предыдущей ошибкой, дайте разрешение вере не быть недооцененной. В моем присутствии вы унаследуете мою привилегию тщательного выбора за вас. Расслабление и сила подождут, если вы верите, что это правда. Покажите это, преодолевая трудные времена с твердой верой. Поверьте, у меня, как у вашего Создателя, есть генеральный план. Пока мы идем рука об руку, я буду вести вас моим Святым Духом. Проявление уважения, наклонившись назад в результате моих усилий. Я хочу сделать для тебя великие дела, но больше всего мне нужна твоя преданность. Эти слова – физическое выражение моей любви к тебе, не забывайте их. Ты для меня ценный актив. Все вокруг вас, в том числе и вы сами, начнут смирение поступать в вашей духовной жизни. Не смотрите на тех, кто пытается вас унизить. Я крепко держу тебя в своих объятиях и не позволю тебе столкнуться с препятствиями, встающими на твоем пути. Не отступайте и не пугайтесь. Если вы это сделаете, ваши враги будут бояться еще больше. Их противники бесполезны. Ваше будущее полно побед. Сохраняйте свою веру, будьте решительны и честны. Заговор зла прекратится, пока ты останешься в моей любви. Отпустите свои заботы и получайте больше счастья каждый день. У тебя есть моя неизменная любовь и поддержка моих ангелов. Я не оставлю тебя, потому что ничто в этом мире не сможет отнять у тебя мою любовь. Я источник силы, необходимый вам для решения ваших проблем. Я разозлился и ушел от тебя, но ты ошибался. Твои недостатки не пугают меня, я не отвергну тебя из-за твоих грехов. Ты всегда возвращаешься ко мне полной боли, кайся, скажи мне честно. Я понимаю, что ты любишь меня, и если ты ошибаешься, я понимаю твое сердце и разум. Я ценю вашу честность, никто не сможет меня обмануть. Другие принимают совершенство и чистоту, когда приходят ко мне, чтобы судить тех, кто не похож на них или не разделяет их убеждений. Но ты не такой, ты не всех критикуешь и не считаешь себя хорошим. Ваш ум спокоен, ваши отношения дружелюбны, ваш ум чист. А когда упадешь, встань с уверенностью и верой, чтобы никто не указал на тебя. Никто в мире не имеет на это права. И если вы сохраните такое отношение, наполненное верой,
если вы будете приходить ко мне каждый день со смиренным сердцем, стремясь слушать меня и учиться у меня, я отплачу за вашу жертву обильными благословениями. Я понимаю, что вы не ищете материальных благ, вы ищете благ и защиты для своих близких. Это я обещаю дать вам вместе со многими другими. Я организую для вас, когда дверь откроется, не медлите, проходите. Чудеса происходят прямо перед вами. Когда вы слушаете, возникают новые возможности, которые приносят с собой проблемы, которые, благодаря вашей стойкой вере и терпению, превратятся в благословение, мир в вашем доме и снабжение. У тебя уже есть величайший дар, моя настоящая любовь. Пожалуйста, подтверди, что ты веришь в меня. Покойся в моих руках, твоя жизнь в моих руках. Нет причин бояться, я твой защитник, всегда рядом с тобой каждый новый день. И я хочу, чтобы ты чувствовал мое присутствие каждое утро, когда встаешь. Пусть ничто не беспокоит вас в первые дни дня. Ищите моего руководства, слушайте, что открывает вам мой дух. Я гарантирую, что у меня все под контролем, и вы должны мне доверять. Не бойтесь никаких проблем рядом с вами, никто не сможет вас обидеть. И многие проблемы, о которых вы беспокоитесь сегодня, будут решены раньше, чем вы думаете. Когда придет время, все ответы, которые вы ищете, придут к вам, когда вы молитесь. Я расчищаю тебе путь, я пишу твою историю. Ничто не ускользает от моей мудрости и воли. Те благословения, которых вы ждали, находятся за дверью, которую я открываю. Я укрепляю вашу веру, я здесь, чтобы поднять вас и привести к новой жизни, новому началу, где все будет по-другому. Не беспокойтесь о том, что о вас думают люди, держите голову высоко и проживайте свою жизнь с верой и достоинством. Завистливые люди всегда будут говорить плохие вещи, но единственное, о чем нужно думать, это то, что я думаю о тебе. Я думаю, что ты прекрасен с чистым и честным сердцем. Храни мои слова в своем сердце, и когда люди будут критиковать тебя, найди прибежище в моей любви. Я был с тобой в каждой битве, которую ты пережил. Я знаю каждое твое падение, каждую неудачу, каждую победу и каждую невзгоду. Пришло время поднять свою жизнь на новый уровень, преодолеть старую борьбу и открыть новые главы побед и новых начинаний. Сейчас я меняю вашу жизнь, начинаю для вас новую историю. Позвольте мне вести вас по новому пути, полному благословений и мудрости. Я предлагаю вам свою любовь и мир, чтобы успокоить ваше сердце и разум. Если ты захочешь, я открою небеса для благословения, запечатлею свои слова в твоем сердце, заверю тебя, что твои шаги сильны, что ты никогда не отвернешься от этой обильной любви.